Секретарь районного комитета Коммунистической партии в Восточном Туркестане Чен Чанго, возглавивший симпозиум, посвященный единству и развитию региона, сделал ряд заявлений. Чен Чанго призвал к исполнению политики Коммунистической партии в отношении этнических групп и национальных меньшинств, включающую сохранение статуса и прав автономии, предоставление возможности говорить и писать на родном языке, обеспечение равенства, гарантии участия в государственном управлении наряду с ханьцами, а также уважение прав этнических групп, пресечение дискриминации, исполнение религиозной политики властей и повышение уровня интеллигенции. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдул-Джалил Каракаш строго осудил заявление Чен Чанго и призвал не верить обещаниям коммунистов, содержащих миллионы уйгуров и казахов, религиозных деятелей и ученых в лагерях политического перевоспитания, которых принуждают отказаться от своей веры и принципов, на основе которых жили их предки и они на протяжении многих столетий. Китай, проводящий политику подавления в Восточном Туркестане, пытается скрыть свои преступления. Однако с каждым днем всплывают новые подробности и факты. По последним сообщениям, известный уйгурский писатель Ахтам Омар был задержан вместе с семьей в 2017 году и отправлен в лагерь политического перевоспитания. По последним сообщениям, известный уйгурский писатель Ахтам Омар был задержан вместе с семьей в 2017 году и отправлен в лагерь политического перевоспитания. Несмотря на то, что прошло 2 года с момента задержания, об участи писателя ничего не известно. Родившийся в 1962 году Ахтам Омар является автором стихов «Будь уверен в себе» и «Приветствие Родине» с дальних краев. Аресты известных и всеми любимых деятелей искусства в Восточном Туркестане продолжают становиться повесткой дня. По сообщениям Туркестан Таймс, комедийный актер Савердин Имам и певец Мухаммед Турсун находятся в лагерях политического перевоспитания. Артисты были задержаны в 2018 году. Причины задержания неизвестны. Министр иностранных дел США Майк Помпео объявил Китай и Россию виновными в политическом и экономическом кризисе Венесуэлы. Помпео обвинил Китай, оказывающий материальную поддержку Венесуэле в экономическом кризисе, а военное присутствие России оценил как провокация. Россия обвинила Соединенные Штаты Америки в нарушении договора о ядерном вооружении среднего диапазона, который включает в себя все классы баллистических и межконтинентальных ракет радиусом действия от 500 до 5000 километров. Официальный Кремль заявил о выходе России из соглашения и начале серийного производства ракет «Александр-М». Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Желтые жилеты снова вышли на улицы Франции для того, чтобы выразить свое недовольство правительством Эммануэля Макрона. Акции желтых жилетов, начавшиеся с протестов против подорожания цен на топливо и ухудшения экономического положения в стране, переросли в митинги против президента Макрона. Протесты длятся более 3 месяцев. На улице стянуты наряды полиции, жандармерия и спецотряды.